Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто на вас гадает? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе! Ничего себе! Так, здесь очень много людей вышло. У меня два предположения. Либо действительно на вас все они гадают, либо разные люди будут смотреть отсыпку, и у каждого отыграется свой персонаж. Итак, мои хорошие, давайте, наверное, пойдем по порядку, да, вот по фрагментам, как они идут, по персонажам. Вот здесь показан мужчина. Мужчина, с кем у вас была связь. Причем связь была очень серьезная, очень прочная, и тут чуть ли не бывший муж, а у кого-то отыграется бывший ухажер. Мужчина, который вот после вас, да, после общения с вами, отношений с вами, у него было очень много женщин, но ни одна с ним надолго не задержалась. Вот у него прям целый, там, не знаю, табун этих женщин, гарем, да. Тут 3-4 женщины у него после вас было. И вот ни одна не удержалась, не задержалась рядом с ним. Вот этот мужчина, он, по женщинам ходок, давайте скажем, как есть, да. У него прям такое либидо, женщин много, и он любит эту тему. Но с другой стороны, попробовав всех этих женщин, он возвращается к вам, либо он хочет вернуться к вам. И этот мужчина, у него, то ли мама, то ли сестра, то ли бабушка, может быть, какая-то соседка, знакомая женщина, да, знакомая, с кем он там общается, дружит, в родственных связях состоит. Вот у него вот явно женщина-гадалка рядом. И эта женщина ему всегда гадает не конкретно на вас, допустим, да, она ему гадает на будущее, на отношения, на личную жизнь, там, не знаю, деньги, да, вот как предсказание делает на будущее, она ему гадает. Вот, и в этих предсказаниях она ему всегда про вас говорит, про вас. И говорит она ему, что он, ошибку допустил, что вот вы та самая, кто ему идеально подходил, либо вы та самая, с кем он счастье должен свое обрести. Вот этот мужчина, он, с одной стороны, отмахивается, потому что понимает, что невозможно. Вы как бы даже в разных плоскостях у меня лежите в рисунке. А с другой стороны, эта женщина ему какие-то вот как обещание, наверное, дает, что вот да, вот вижу, что ваша судьба это быть вдвоем, то есть вы там обязательно должны сойтись, либо вы сойдетесь, да, вот как она ему обещает. Так идет. Он часто о вас думает, но он думает, что вы его назад не примете. Что-то такое вот между вами прям лопнуло, треснуло, разломилось, и вот он прям верит, что вы его назад не примете, по крайней мере сейчас. Через, допустим, карт, свечи, руны. Вот он узнает о вас информацию. И вот то ли вы этой женщине очень нравились, допустим, да, вы дружны были с ней, либо она к вам хорошо относилась, либо она видела, что вы действительно женщина идеальная, что идеально подходите ее там сыну, внуку, брату, кому отцу, да, либо вот она со стороны видела, что вы хорошая женщина, и такому вот мужчине вы действительно подходите. Либо с такой женщиной, как вы, этот мужчина счастье может обрести. То есть она либо специально ему это говорит, либо она действительно это видит в картах.
Но мне здесь показано, что вы стоите гораздо выше, а мужчина гораздо ниже. То есть он еще как не дошел до вашего уровня, не дорос, ментально вам не соответствует, да? Либо между вами действительно такое сильное противоречие, которое невозможно сейчас как-то убрать. Вот она ему про вас гадает, вернее, она ему гадает, но всегда говорит про вас. Да, вот какую бы тему он там не спросил, там, что будет с деньгами, что будет на работе, там, да, кто вредит, всегда ее гадание поворачивается к вам. Вот эту женщину показали. Кстати, она очень хорошая женщина. И, возможно, действительно вы были дружны, либо она именно вас видела вот идеальную партнершу для этого мужчины. И вот она его пытается от этой разгульной жизни оградить, переубедить, да, что ему это все не подходит, что не надо всех женщин пробовать в округе, в городе, в стране, да, что нужно быть именно с вами, что вот он должен себя в порядок привести, что он должен пересмотреть свою жизнь и именно к вам идти. То есть какой-то как бывший мне идет. Но вы о нем не думаете, не вспоминаете, либо это последний человек, о ком бы вы захотели вспоминать. Но тем не менее, вот что есть, то есть. Эта женщина очень хочет, чтобы он к вам вернулся, ну, чтобы вы к нему вернулись, чтобы вы опять были вместе. Вот. Но с другой стороны, правду ли она ему говорит, либо она специально это делает, я не могу сказать, да, потому что все-таки эта общая цифра мне не показали. Но судя по фрагменту в песке, сейчас это невозможно. Вот в моменте здесь и сейчас это невозможно. Вы не примете, вы не согласитесь. И мужчина это понимает, он поэтому к вам и не идет, потому что знает, что будет послан, а может быть еще и по щам получит, да, за наглость. Так, а вот здесь у нас мужчина молодой да горячий. Мужчина, который, ну, как-то рядом с вами находится, он все время вам в спину смотрит. В спину. Может, работаете вы вместе, может быть, живете друг от друга недалеко. Он как-то то ли за вами ходит, то ли за вами все время садится. Да? Может быть, вы в какую-то определенную кафешку все время ходите. Он всегда вас там дожидается, где-то сидит в укромном уголочке, наблюдает за вами. Молодой мужчина. Здесь именно разница в возрасте показана. Но я не могу сказать, что сильно большая разница. Но, тем не менее, показано. Этот мужчина, он непростой. У этого мужчины есть либо способности, либо этот мужчина сам принадлежит к миру эзотерики. Да? Возможно, он экстрасенс, возможно, он предсказатель, да? Возможно, он биоэнергет. Да? Вот что-то в этом есть. Вернее, в нем что-то есть, что его и тянет, и привлекает, и он прям в себе это чувствует. Этого мужчину к вам тянет именно его интуиция, либо его дар, его способности тянут именно к вам. Только он до конца не понимает, с какой целью. Я не вижу вас парой, и я не вижу будущего для вас, как для пары. Но я вижу между вами общение, которое может быть полезным и для вас, и для него. Возможно, этот мужчина, обладая своими способностями, чувствует, что вы его родная душа. Либо он чувствует ваши способности. И как люди со способностями, они друг друга издалека видят, притягиваются, да? Способности притягиваются, примагничиваются. Вот, он пытается как будто бы разгадать, кто вы такая. Он смотрит на вас. Скорее всего, своим даром пытается рассмотреть вашу ауру, ваши способности. Может быть, он видит что-то вокруг вас, там, наставника вашего видит, там, ангелов ваших видит. Вот ему интересно вас рассматривать, узнать, кто вы такая, почему так сильно к вам тянет, почему вы у него все время в мыслях, да? Вот понять, в чем ваша сила, скорее всего. У вас в будущем с этим парнем будет общение, ну, с этим мужчиной точно будет общение, а общение, скорее всего, какое-то дружеское, либо даже сотрудничество может быть, да. Вот мне идет, что он реализует свой дар. Может быть, даже для себя он его реализует, там, для своих гадает, либо предсказывает. А может быть, он уже это ведет как профессиональная деятельность. Вот что-то он в вас учуял. Вот по-другому я не могу сказать. Поэтому он за вами постоянно наблюдает. И он именно пытается вас просмотреть. Вот именно такая информация идет. Просмотреть, кто вы такая, в чем ваша сила, почему к вам так сильно тянет. Да, может быть, вы его родная душа. Может быть, вы
обладаете такими же способностями, может быть, даже большими способностями. Просто они у вас еще в спящем режиме находятся. Вот. Гадает ли он на вас? Да, конечно, он гадает. Но гадает не как на женщину, не как на будущую любовницу, не как на просто персону. Он гадает на вас как на равную себе, а может быть даже и более превосходящую его. Вот интерес именно в этой плоскости лежит, потому что здесь очень много магических знаков вышло, и вот это его желание рассмотреть, да кто же вы такая, да, в чем ваша сила, что так тянет к ней, вот что это. Вот именно это показано. Возможно, вы его видели, и, возможно, он кажется вам очень странным, подозрительным, да, немножко таким нездоровым даже в какой-то степени. Какие-то особенности могут быть, бледная кожа, может быть, он окрашивает волосы, может, у него пирсинг есть, татуировки какие-то необычные, линзы может носить, либо цвет глаз сам по себе может быть необычным. Такая, знаете, запоминающаяся внешность у этого парня. Явно не в костюмчиках ходит. Вот. Может, пару раз видели, думаете, о боже, кто это? Почему такой странный персонаж? Но, тем не менее, он вас пытается рассмотреть. Он пытается вас именно изучить, прочитать, узнать, кто вы такая. А вот здесь мне показали очень интересного персонажа, мужчина, который нравится, который симпатичен, вам нравится. Этот мужчина странно себя ведет, вот такое впечатление, что он избегает сближения, избегает ближнего контакта. Как-то то ли робеет, то ли теряется, вот как-то странненько себя ведет, вспыхивает очень часто, краснеет в вашем присутствии. В глаза не смотрит. Но он вам симпатичен, вам нравится этот человек. Нравится как человек, нравится как мужчина. У кого-то так, у кого-то по-другому. Я не могу сказать, что этот парень на вас гадает, что этот мужчина на вас гадает. Но я могу сказать, что он на вас загадывает. Вот если я ее встречу, значит, день у меня будет хорошим. Либо что-то хорошее случится. Если она со мной заговорит, значит, я ей нравлюсь. Да? Вот какие-то у него как детские такие приколы идут. Он на вас именно загадывает. Да, вы ему очень нравитесь. Я бы даже сказала, что он ваш тайный поклонник. Но есть какая-то одна базовая причина, серьезная причина, которая не позволяет этому мужчине к вам проявиться. Что это конкретно, я в песке не вижу. Но если вы хотите, скорее всего, наверное, хотите, я возьму карты и попробую посмотреть на картах. Какая-то очень серьезная причина, которая не позволяет ему проявляться. Хотя вы очень нравитесь, а у кого-то отыграется, что давно и безнадежно в вас влюблен. Но вот как что-то не позволяет, вот как нельзя, блок стоит. Сейчас попробую узнать, почему блок, почему не проявляется. Но загадывая, да? Почему не проявляется? Какой блок? Тут как нельзя. Нельзя, либо у него какая-то дорога, возможно, есть. Он не хочет вас обманывать, девочки. Он не хочет обманывать, и он не хочет ломать в какой-то степени свою жизнь. У кого-то отыграется, что он, кому-то обещан, допустим, может быть, культура, религия, другая. Может быть, там уже какой-то семейный сговор произошел, как кому-то, какой-то другой женщине обещан. Бывают такие семьи, которые договариваются, сговариваются еще, когда дети маленькие, что вот дети поженятся. И второй момент, у кого-то отыграется, что у мужчины как дорога должна быть, он куда-то должен уехать. И если он с вами начнет, то он уже никуда не поедет, потому что ради вас он откажет от всего. Но это как дорога в новую жизнь. Ведь он думает, сначала съезжу, а потом уже за ней вернусь. Вот как-то нельзя. Угу. И вот третья причина. У кого-то может отыграться, что мужчина не свободен. Не свободен. И он понимает, что если он с вами заговорит, то уже его ничего не удержит. А там, возможно, семья, ребенок родился, либо дети есть в семье. Что он вам будет предлагать? Алименты платить на своих детей, либо что? Жить на 2 семьи. Нельзя, мне идет, что нельзя. Но он часто на вас загадывает, и он явно ваш тайный поклонник. Вот так вот, мои хорошие.
Так, а вот здесь нам женщину показали. Злючую женщину, коварную, такую, знаете, подлую, с гнильцой. У кого-то даже отыграется, что до мозга костей прогнившую. Эта женщина, она за мужчину боится. За мужчину боится. Она не только гадает, она что-то еще делает. Делала, делает и, возможно, еще будет делать. Вы для нее то ли конкурентка, то ли соперница. Вы для нее страх и ужас. Вот прям боится вас, боится и ненавидит. Вот какой-то мужчина, камень преткновения. Может быть, она боится, что вы у нее мужчину уведете. Может быть, она боится, что мужчина к вам вернется. Да? А может быть, это мамаша какого-то вашего бывшего, которая мальчика себе решила оставить, да? Сынишку себе решила оставить. Возможно, она и разбила ваши отношения. Да? Возможно, она делала отвороты, могла делать и порчи, что угодно могла делать, вот лишь бы как-то мужчину себе оставить. Он в ней идет именно так. Гадает ли она на вас? Конечно, гадает. Она постоянно интересуется, угроза вы для нее или нет. Либо что от вас ждать, да, что вы там выкинете. Побежит ее этот мужчина к вам или не побежит, да, вот она его все время пытается у себя удержать, около себя удержать, но и вас отвадить, либо вообще от вас избавиться. И она часто на вас гадает, не сама гадает, она к кому-то обращается. Сама по себе она ничего не может. Только злобой вот этой вот дышать она может. Злобу генерировать и вокруг себя разбрасывать. Она у кого-то гадает, причем она это все делает не бесплатно, за деньги. Она это все делает, вернее, она деньги платит за эти все гадания. Но там все по одному кругу ходит. Там ей говорят, что вы угроза, что вы там жизнь ее разрушите, что вы станете отправной точкой в ад для нее. Возможно, да, человек деньги на ней зарабатывает, поэтому ей такое и говорит. Она вас сама себе враги назначила. Вы ничего ей плохого не сделали, по крайней мере, этого не показано. Но с другой стороны, видите, ножницы. Ножницы закрыты острием вниз, и ножницы на вашей стороне. То есть, что бы она вам ни делала, вас это не коснется. Вы под защитой. Либо та магия, она на вас не работает. Потому что вы сами магией обладаете. Вот. Больше похоже, да, конечно, похоже на, честно, да, выкачка денег с этой женщины. Вот там специалист, в кавычках, нащупал ее слабое место и начинает ей, значит, душу травить, что вот, она там задумала, она идет, она все разрушит, она тебя погубит, там мужчину этого погубит, заберет, отберет. Вот давай сделаем там то-то, то-то, это столько-то, столько-то стоит. Но эта дурочка и платит. При этом пышет ненавистью в вашу сторону. Бог ей судья, как говорится, да, пусть тратит свои деньги, но то, что в голове вавка, извините, мы не доктора, да, вылечить ее не можем. Вот. Человек сам себе жизнь делает тяжелой и невыносимой, да. А этот мужчина, за которого она так сильно боится и трепещет, этот мужчина жуткий эгоист, этот мужчина вообще никого не любит, кроме себя. И он такой, знаете, вот мне идет оппортунист, искатель выгоды, да, выгода для себя. Вот. Что касается вас, у вас нет интереса к этому мужчине. Да и у мужчины к вам нет интереса, потому что вы не та женщина, которая будет содержать мужчину. Просто не та. Вы такое, не терпите, не принимаете, не переносите. А ему нужно, чтобы его содержали, чтобы пылинки сдували, чтобы попочку целовали, да? Вот таким вот нежным золотцем быть у кого-то на попечении. Вот и все. Да, женщина вот эта, она сама себя загонит. Туда ей дорога. Вот. Ее не бойтесь, ножницы закрыты, ножницы на вашей стороне. Вот. А она пусть деньги тратит. А то, что она плохое про вас думает, к сожалению, как я уже сказала, да, вавка в голове, не залезешь, не полечишь, не почистишь. Возможно, когда-нибудь она и поймет, что была не права. Вам вообще на это не стоит обращать внимание. Так, и еще, тут чьи-то родители, мама, скорее всего, мама, бабушка,
Тот, кто за вас переживает. Переживает всем сердцем и душой. Тот, кому кажется, что вы не договариваете, либо что-то скрываете, чтобы там не расстраивать. Да, у кого-то либо мама, либо бабушка грешит этим делом и ходит либо к гадалке, либо там через онлайн-расклады, допустим, да, пытается какую-то информацию для вас раздобыть. Да. Человек из переживаний, из добрых намерений на вас гадает, потому что вы не все рассказываете, либо не всегда все рассказываете, либо по мнению вашей мамы, либо бабушки вы очень скрытный человек, да. Вот поэтому на вас и гадают. Гадают либо открыто, и вам об этом потом рассказывают, либо скрыто, если вы этого не принимаете, если вы еще ругаетесь за это, да, могут скрыто на вас гадать. Ну, там как бы бояться вам нечего, переживать тоже не за что. А если хотите, чтобы этого не происходило, будьте максимально открыты и откровенны со своими родителями, со своими родственниками, и тогда и гадать не придется. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.